Люди, оказывается, полгода один раз заходят, спрашивают, а что случилось, а это как? Вот следите за сторисами, тогда всегда будете в курсе. Для тех, кто проморгал все мои сторисы, объясняю еще раз. Я делала операцию по уменьшению желудка в Дагестане. Очень хороший хирург меня оперировал, Камиль Абдул Меджидович. О, запомнила его имя, я так долго не могла запомнить его имя. Очень такой добрый, такой хороший хирург, он мне прям в сердце запал. Такой заботливый, ко всем подойдет, у всех узнать, как дела, миллион раз в палату зайдет. Операция длится 1,5 часа, стоит 157 тысяч. В Дагестане операция дешевле, чем в других местах. Я, пораспрашивала, прежде чем делать эту операцию, я везде все это мониторила, узнавала. Короче говоря, в Москве там почти 400 тысяч, 400 с чем-то даже. В Самаре тоже самая ситуация, там такая же сумма. В Уфе, я не помню, 300 тысяч что ли, но тоже дороже. Короче, самое дешевое вот в Дагестане. Я не умерла, все нормально со мной. Так что, если у кого желание есть, можете ехать. Но нет, 100 раз сначала об этом подумайте, доктор. Очень сильно, очень хорошенько, очень долго подумайте, прежде чем вы будете делать операцию. Сможете от души жрать, как я раньше ела, пельмени, манты, пироги. Нет, я это тоже начну скоро есть через месяц, потихонечку. Но в огромных количествах, как раньше, вы уже не сможете есть. Понимаете? Вся жизнь поменяется. На все ваши вопросы по поводу операции я не смогу досконально ответить. Поэтому вот оставляю ссылку врача. Если вы надумали, думаете, хотите, есть желание, вот ссылка, нажимайте, все вопросы задавайте, он сразу отвечает. Он на все вопросы отвечает. Такой, я же говорю, такой офигительный врач. Мне он очень понравился. На все ваши вопросы ответит, бесплатно проконсультирует. Но прежде чем делать, доктор, очень хорошенько подумайте. Очень. Короче, в аптеке взяла вот такие вот нутридринк, вот такой, сказали, можно пить, вот, когда голодные. Это вот с бананчиком у меня, а этот с какой-то клубникой. Сейчас протестируем, попробуем выпить. Перекус это. Я до сих пор еще на жидкостях сижу, доктор. Там девчонки некоторые уже кушать начали. Некоторые уже яйца вовсю кушают, каши кушают. А мне почему-то кажется, пока что нельзя. И я у врача спросила, тоже говорит, нельзя пока. Шок был рамошный желудок. Фу, капец какой-то сладкий же. Все, ведь армия. Хотя бы 5 глотков же можно, у меня же маленькие глоточки. Фу, телен. Почему малек, интересно, а? Что-то организм в шоке из-за этого. Из-за чего налет может быть, ребят? Ну это же от этого, который синим красителей. Ага, чуть-чуть выпила и сразу налет, да? Да, синим телен гранит, какая разница. Мне надо купить подарок однокласснице. Я еду в Абзелиловский район, свои родные края, на юбилей одноклассницы. 45 лет ей будет. Вот что-нибудь хочу интересное подобрать. Одну вещь хочу брать, хочу такие мелкие птички, много, но красивых вещей я дома хочу подобрать. Альберт пошел себе в беседку выбирать наконец-то стол со стульями. А то беседка у него вообще как будто, какой-то гараж. Вообще никакой красоты. Поэтому я ему сказала, иди возьми себе какой-нибудь стол нормальный. И снова доктор, мой любимый отдел паласов, ковриков. Я же вам говорила, что все свои паласы и коврики покупаю в Леруа Мерлен. Кстати, многие же спрашивали про паласы, коврики в бане. Вот, они есть здесь, в Леруа Мерлен. Берите, вообще очень много их. Анда бір столик бар, мен қарале. Кірген кегені хәлі сыққас. Мне больше нравится. Блин, последний еще царапинасы бар. Какая царапина? Мотор, блин. Анда үстелер келіп сыққан. Текені бір нәме yok, все поставили. Ну давай сейчас. Бұл маған мебельдер анда көп. Ладно. А то заказывать не будешь. Намекей. Мебель. Мы же хотели террасную мебель, доктор. Альберт хотел вазон заказать.
Ну вот, говорит, сейчас в Леруа Мерлен какие-то мебель прошла. Ты же говорил, вазон дешевле. Дешевле, ну, что, курхан. Ну вот куркан ушел, кота в мешке брать. Келир, да, Гинджи, обратно не сможешь его сдать? На этом Икея, интересно, Кири гимнаст мекен тигайным, альбертача, его кимеем квечтешей. И такой довольный, он прямо не хочет, чтобы Икея вернулся. Не дай бог Икея вернется. Короче, вот одноклассницы накупила, паласик купила, мочалки купила, кстати. И еще что-то там много барахла я накупила. По мелочи все взяла. Ну, чтобы приятно было, интересно. Женщины же любят такие вещи. Можно с вами сфоткаться? А, ладно. Смотрю просто иногда. Да? А вы что, понимаете наш язык? Я? Да? Я узбек. Ну, я и говорю, вы понимаете, да, я о чем говорю? Вот, достар. Кстати, менің Узбекистаннан подписчиктарым нық көп. Узбекистанға қайнар сәлем, так что давайте. Ага, ладно, вам спасибо. Кстати, на самом деле, с Узбекистана очень много людей меня смотрят. Особенно в Ютубе. Очень много узбеков смотрят меня. Прикиньте. Ой, девчонки и мальчишки, я такой комплект присмотрела, офигительный, для террасы. Вот, посмотрите, тут привезли в Леруа Мерлен новую террасную мебель. Это новая модель, вообще шикарнейшая. Вот смотрите, тут есть вот такой вот скамеечка есть, да, вот такой вот стол. Потом вот такой, смотрите, угловой диван. Все это вместе стоит 160 тысяч. Это, короче, алюминий, Альберт говорит. Царапаться, говорит, будет, надолго не хватит. Алюминий, говорит, варить невозможно, если, говорит, сломается. Поэтому он эту модель забраковал. Но она очень интересная, видите, сочетание синее с этим, с коричневым. Скамеечка тоже, вот смотрите. Когда садишься, очень удобно. Очень прямо. Подушки, кстати, тоже непромокаемая ткань. Вот, понимаете, дождь, снег будет, нифига ему ничего не будет. Очень классная модель, очень сильно понравилась, но, Альберт говорит, недолговечный. Вот так. Стол ему больше всего не понравился. Он говорит, да. Сейчас, говорит, будет все здесь царапаться, говорит. Мы каждый год сюда, кстати, приезжаем, да, и каждый год выбираем террасную мебель, и каждый год не покупаем. Деньги жалеем. О, наконец-то Альберт себе выбрал стол, беседку. Че, все? Купил? Вот последний ряд сидений раскладывается, и трансформер шап, и все. И туда Альберт сейчас стол положит. Очень удобная, кстати, машина, вот такие корнева. На заднем сиденье мы и спим. Иногда даже на природе, прикиньте, мы раскладываем, матрас туда стелим и спим там, в машине. Так, у нас сегодня будут блины, дорогие друзья. Сейчас Альберт по своему вкусному рецепту тупой потом напечет толстенькие, вкусненькие блинчики. Как он сам. Чего? Опять без настроения? Настроение? С настроением тухргара коймакта, иначе темпело. Нет, это правда, между прочим. Я устал уже. Угу, а я не устала. Да, блендер нельзя, что ли? Нет, ты что, нельзя? Папаша, как говорится? Без сестры да мамакта прям. У тебя вон новый блендер. Да, я шан юэлен сестры. А вон да Тогда мучайся, да? чтобы ни одного комочка не осталось. Сегодня осталось, короче. Нет, осталось. Блин, не осталось. Чё? Давай еще. Сильнее, как блендер прям. Сильнее крути, сильнее. Ой, все. Азаматманы, короче, достар келерге тиеш, поэтому я пеку блинчики. Хочу их угостить. Потому что они вечно голодные ходят. Вот. Постоянно голодные ходят. Такое ощущение, что они жены не кормят их. Шути, конечно, кормят иногда. Наверное. У нас сегодня будут дрожжевые блинчики. Офигительно вкусные должны быть. Я сама не могу попробовать. Сейчас Альберта пригласим на дегустацию. Пускай попробует, потому что я все на глаз положила, но не знаю ни соль, ничего не знаю. Потому что пробовать-то не могу, мне нельзя такое есть. А попробовать охота, если вы знали, как охота попробовать. Это просто... Я не говорю, что я прям так хочу сильно кушать, вот прямо жрать охота. Нет, такого нету на самом-то деле. Но охота, когда вот чувствуешь вот такие вот запахи,
сразу же появляется аппетит, охота прям взять и вот так прям сожрать, прямо с жадностью аж прямо. Я понимаю, что нельзя, что это будет очень плохо для моего желудка, потому что у меня же там еще швы, и они должны зажить внутри. Альберт, давай дегустируй блинчик. Мимита ашап қарай алмайым, давай ты дегустируй. Че, я подопытный кролик, что ли? Да. А если отравлюсь? Ай, не говоришь. Вот это мне взять? Вот, ну, бери какой хочешь. Тебе с маслом тебе надо? Ты же говоришь, жирный, ты лай-лай. Без масла. Без масла? Давай без масла. Без масла, блин, блинчик бумайнду, Альберт. Без масла это что? Это хлеб, а не блинчик. Масло? Че, как у твоей мамы? Тут не... Привет! Ух ты, какой ты яркий. Ну, так, костюм отбираешь, а? Привет! Ты что такой странный? Наиль, идем сюда. Сейчас я тебе блинчиком кумрю. Когда Наиль мне деньги принес, женщина одна говорит, что вы врете, дурите людей, говорите, что вы на Вайлдберрис торгуете, вы нифига не торгуете. Почему тогда Наиль вам принес деньги? Вы сами должны их выводить, кроме вас вы никто не может выводить. А какой толк мне дурить людей, я не могу понять, что я выпускаю костюмы, что ли? Юрлицо же разное может быть, которым вы можете работать. Мне это они мои партнеры, мы на это. ИП оформлено вообще на Азамата. Да, то есть Доктор, поэтому я с нашего юрлица вообще мы приносим, проблем нет никаких. на себя И ничего плюс не они же оформляю. продаются, они же есть наличие. О, мақтанайм әлі. Смотрите, какая красота. Мен специально это между прочим, пішірді. спросить, а сами не будете, да, получается? Нет, мен специально мен арқылайтын едім. Лимиттерге қоймақ қойып жатырмын. Ана, башlayalım, блендер ашып өткізейік. Потом с бульоном, да-да-да. С бульоном сверху. Қолқымық. Здравствуйте. Немного потерять. Балық еш қазір. Маған қатыр бар. Можете могла? Да. А может не могла, да? Написи такая. Ты видел лицо Написи? Она как раз сидит, есть такая. Опа! Телефон алмай қалады, мен айтамын, мұнда, значит, құрақтар бар. Әсі это телефонды алмай қалды, жоға келуінген, қорыққан, что с ними случилось деген, Альбертті алмай, мен де алмай. Еще такая черная БМВ стоит, что да? Батыр егіттерді көрейін әлі келді. Амаға. Бұларды ақылды егіттер бит алар. Кәдімді. Балық ашан әңе Альберт балық қалдырды. Әрсей вообще біздің балыға бажает. Сен кескен үйде біреулері есілдейші. Кескен еді өлі. Мен көрсетті доғап кірген. Солай ма? Мен постоянно үйде Алталия, рақтыры. өлесең тарелкада еді. Ой, балықты мен бір вақытла Қанда отказаться. шүка білән. Леш шоты нықтамны болған, жырны прям. Курткаңды сіз? Үстел артына курткамен отырып алғансың. Милеш атаһын ақшаған, Рәмил әсәһін ақшаған. Әсәһі атаһын ақшаған, Рәмил ол атаһын ақшаған дейм. Аңланығызмы? Мен, значит, кімге нендей олатайға ақша. Мен мөлдересек ақшаған түгілім. Или жоқ екен. Жоқ, сен бұл атылатайын ақшағаның. Мен бұл атлатайды естімеймін шо. Москвада яшаганда, когда вот Милаша апай Рамиля Гайдан апалы дегенді білгәс, вообще аптыра кайнап. Рамиля Гайда біләбіз, но он такой же тихий, спокойненький, это. И Милаша апай, Мягко стиль, жестко спать, Рамиль, между прочим. Шапай обычно орын алып жатқанда айтады обычно. Куба крава и без толков. Какой вес только сразу. Чё, сразу. Не, да, если Миршапай недоволен, сразу видно, как что делает. Да. А Рамиля может так издалека, чуть начать. Да. Подвести к тому, что да. У нас внутри два волка, белый и черный. И какого из них ты кормишь, белого и черного, тот и победит. Если мы кормим свое эго, нефс, постоянно тем, что потакаем его хотениям, хотелкам, то и будет у нас вот это развиваться. И другая сторона, если мы будем развивать свой рух, свой дух, и его кормить, то и он и будет побеждать. Вот, по сути, такое сравнение есть. Уфа Ташкент поездын отырдық та, кетіп отырады Ташкентқа. Ол бетінде территория Қазақстанды өте. Жаңың қазақтар, өзбектермен алар нешепті враждавайды, олар бір-бірін жаратмайды, аңламай. Қазір неге, әтігі Ташкент бұғас бетінде проводниктер, өзбектер бетінде. Қазір анда бүтін жерде торговля. Біз барғанда біз неше ел елік барды екен бір 15 жыл елік барған білді. Арақы, коньяк, прям ұша станцияларды хатып тұралар. Свободны. Анда білмеймін, документте керек мәғым болған бір. Мен айтам, бұл поезд түгіл, бұл базар. Уфа Ташкент поезд түгіл, ол базар. Ходячий.
Хәзер тегеләр сумкалары менән казактар бит, сумкалары менән үзбәк проводник индермәй бит. Тегене этеп җибәрәләр. Минең җиремдән киләсең дип. Тегеләр дә этеп җибәрәләр дә күстәшеп килеп керәләр. Кадерләр дә, әйе. Аларның территория бит. Ай. Шуны хаталар тегендә рәхәтләнеп. Поезда. Следующий станция төшүп калалар. Төшүп калалар, кире утырып тагы. Bu Maybach'ta ayırmaya что ли? Нет. Менің майбақтан көлелер, достар. Ол аттай ол, достар. Как подснежник келіп сыққан, көрмеген. Аның үстіне еще таш какой-то ята білін, бақыр қыла білін. Мұны қарағат, сравните, это мой майбах. Ана Әсейдің какой-то Kia, Балардың какой-то BMW. Этот, а не хотите как-нибудь обклеить там? Я хочу тюнинг вообще Вот сделать. что-нибудь такое классный сделать, такой, да. И потом разыграть там что-нибудь такое можно. А, да, кстати, Например, можно бригада, а же. потом идея. Идея. Пока не скажу. На миллион. На или постоянно. О, у меня идея. На миллион. Подарки разыграть, он разыграть его. Менің майбақты хотят А разыграть. вот эта идея у меня и была. Его разукрасить, да, красиво затюнить. Ну надо этот ремонтник табырға, чтобы да матырғын айтып іштап берген бізге. Ол айтып, если затюните, мен өдім жүрейін магазинға, монеткаға. Жүрмейді. Короче, достар, сейчас мы будем узнавать мнение моей мамы, как она относится к моим вайнам. Вайн с башкирским китайцем такси. Мы, значит, с тобой вдвоем ехали в такси. Я, значит, плати. Ага. Вот. Если ты не режешь хлеб вот так, то ты делаешь это неправильно. Эсе һелкенәмәсеңме? Теге тушин көр хәтәйін дейік маққаққандарын есімді. Ничего, нормально. А вот этот вайн с сосиской. На шуны бар оқымай. Почему? Бигрәк төптән тартып сыгарам, бүкмәндән тартып. Алай диятмай. Мына бітәлі шатер айткандар, что мен бүкмәмден тартып сығарам. Кто-то другой снял. Что бы ты сказала про это? Ада һәйбәт ул. Әйтермен, слишком глубоко не лезть әйтермен. А вот этот вайн в морге. Окшала миңа. Мы ненавидели друг друга. А почему тогда вы так рыдаете? И не акшаным ол вайн. Шуны миңа. А этот вайн вот захейтили. Нигә? Нельзя так шутить со смертью. Тегеләй былай. Короче, ужасный вайн. Альберттың әсәһе күрһә вообще в обморок упадет. Капитально захейтили. Бывало такое, что вам встречают мои подписчики и говорят: Фарида, там, скажи своей дочери, пускай так не снимает. Әйттеләр. Әйтеләр? Кемдер өйдө? Бар әйткәндәр. Әлгә еще бір история һөйләйем. Әсәй бер мәл кунакка барган. Biz анда қатындар, мұсылман сәйіз киінгендер, әсәй де біз уранып, біз келіп ингенде, әсәйді танымағандар. Ну и достары болмаған енді, мала знакомый қонақ болған енді. Шунан анда қатындар һөйләшеп отыралар ди. Мына башкирский домохозяйканың шуғаттым ипте әсәһе бар, дин юлында неме қарай екен, нешеп оға замечание эштәмәй екен, тип шулай итеп һөйләшеп отыралар. Иң аят булып китте. Жоқ. Бит һәйбәт нәмәләрен күбрәк. Һәйбәт төшергәндә. Һәйбәт нәмәләрен күбрәк кешеләр әйтәләр инде, моны настроение булмаһа, шуны карап, Миләүшәне карап настроениеләрен күтәрелеп китә, яшәге килеп китә, хәл кереп китә, дип шайтып әйтәләр, миңа рәхәт булып кала инде. Әле Гөлнур Хамзиевнага барган бит инде. Она же у нас ранимая. Она у нас очень хорошая, она талант. Шулай дип, она же ранимая у нас. Гөлнур Хамзиевна үзе талант. Артык калһа, миңа ла тектирчегә мына без тектердем. Әйе. Только был бәләкәй. Булган мин койкама, мин бит инде койкама просто ята бит шайтып килеп шуны. Керек, керек. Охшаган бит шу. Әйе, матур да. Үзеңә кирәкмәйме? Жалко түгелме? Кухняга диванга йәймәйме? Biz булай да өйбез сывар белән асали әйтмәсәй дом белки. Какой дом мистера Бабинского? Ярай, һәйбәт мин охшай булып. Ай, рәхмәт. Миңа майский майга рәндинә әйтәм. 10 елга. Короче, мен авылдан кел май заказ айттым, вот әсә яша. Майский май хәзер сыга дуфтар скоро. 1 айдан. Аяк 2 айдан. Әсә, майский майда үсү холестерин булмай. Үзенең әйтә, майский майда холестерин юк дип. Үзенең холестерины күп булгас. Хайдан булмаган. Майда холестерин була инде ул. Мен майда ашарга кирәк. Кирәк. Вот, май ашарга кирәк, натурный продукт кына ашарга. Мына пакырып алды булдым банка. Әйе. Шуны кызларыгыз булган менә.
банка берген. Банка берген. Смотрите, вот это же у нас был паровозик, от которого мы хотели избавиться, потому что он мешается, слишком огромный. Мы решили отдать Альфиру. Альфир, короче, взял и срезал вот эту вот большую штуку, паровозик сам. Он был прикреплен вот сюда. Вот, прикиньте. Болгаркой срезал ее. Альберт, многие подписчики спрашивают, Альберт вообще, говорит, работает, нет? Нет, играю хорошо. Ну ты скажи, где работаешь-то, людям? А? Стройка? Стройка? Да. Что строишь? Дом строю. А? Дом. Кому? Одному подписчику. Ну вот почему ты вот не снимаешь? Снимал бы, люди бы знали, что ты работаешь. А то многие думают, что ты просто так дома валяешься, ничем не занимаешься. Люди же многие так думают, Альберт. Пускай думают. Почему не снимаешь? Ладно, завтра сниму. Мне включено разрешение сформировать служение. Почему мы решили избавиться от этого паровозика? Потому что доктор Альберт решил со своей зарплаты купить себе этот газовый гриль. Огромный, как в американских фильмах же есть. Жарят шашлыки и рыбу. И тут плита есть. Вот такой вот электрический гриль. Он, оказывается, стоит 100 тысяч. Чего так смотришь? Твой телефон 150 тысяч стоит. Ой, Алла, и сразу же каракала тебя, да? Ой, блин. Мой телефон, между прочим, мой заработок, моя работа. А? Сколько я здесь рыбы пожарил? Че, жалко, что ли? Нет, не жалко. У тебя же будет американский газовый гриль за 100 тысяч. Всю свою зарплату, вот, которую сейчас заработал, туда сунешь. И ты мне еще обещал на костюм. А сколько ты заработал? Заработал. А сколько ты, правда, заработал? Нет, только подписчиков не. Че? Подписчиков не. А ведь еще не заработал, ты еще. А когда будет зарплата? А я концу недели. А орбиту! Ёпрст это. Aka,